В последнее время в Общественную палату часто стали обращаться граждане, которые сталкиваются с проблемами при замене абхазских паспортов старого образца на новые. Об этом заявила, открывая встречу, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. Мы хотели бы услышать от руководства МВД и от председателя комиссии по гражданству и вообще от наших правоохранителей, в чем причина каких-то проблем, которые возникают. Вице-президент Виталий Габния, который также является председателем комиссии по гражданству, рассказал, почему сегодня к некоторым гражданам республики возникли вопросы. Речь идет о категории граждан, которые на момент принятия закона о гражданстве в период с 1994 по 1999 годы не находились на территории Абхазии, а также граждан, получение паспортов которых не подкреплено архивными документами. Сейчас есть возможность выявить все незаконно выданные паспорта, отметил Виталий Габния. В нашей новейшей истории были времена, где не совсем правомерно авиром, паспортными столами выдавались паспорта. И когда сейчас идет выдача новых паспортов, мы для себя решили здесь и сейчас все незаконные выданные паспорта просто выявить и обозначить, и уже в ручном режиме понять, кого мы можем, все-таки исходя из тех издержек, в которых и непосредственно государство виновато, принять, а кого отсеять категорически. По просьбе Общественной палаты Центром гуманитарных программ была подготовлена аналитическая справка, в которой специалисты общественной приемной при ЦГП подробно проанализировали причины и следствия сложившейся ситуации. По их мнению, существующее законодательство и процедура проверки граждан неабхазской национальности при обмене паспортов требуют серьезного реагирования со стороны власти. Например, очень много людей в указанный период времени были несовершеннолетними, обучавшимися за пределами Абхазии или студентами. По отношению к таким гражданам должны быть приняты поправки в закон. В отношении ряда лиц констатируют незаконное получение предыдущего паспорта гражданина Республики Абхазия. Говорят о том, что они нарушили требования о непрерывном 5-летнем сроке проживания на территории Республики Абхазия. И когда они отказывают в обмене паспорта, получается, что это автоматически приводит к лишению гражданства, да, к прекращению гражданства. Но в законе 93-го не содержалось положение, требующее для подтверждения гражданства Абхазии факта непрерывного проживания на территории Абхазии в период с 94 по 99 год. Почему я хочу обратить на это внимание? Потому что люди, которые уезжали, они не понимали, что они нарушают закон и потому могут потерять гражданство. Дело в том, что закон 2005 года, вот это положение уже отразилось, что нужно с 94 по 99 год проживать. И проблема заключается в том, что этому закону придали обратную силу. То есть люди абсолютно спокойно жили, уезжали и абсолютно не ожидали, что у них такие проблемы могут возникнуть. Да? Тут мне кажется, не должна вина и ответственность перекладываться на этих людей. Надо подумать, что с этим делать. По словам начальника паспортно-визовой службы МВД Эдуарда Монаргия, на сегодняшний день выписано 41 145 бланков паспортов нового образца. Документ полностью соответствует международным стандартам и гарантирует, что при обмене в следующий раз у граждан уже не возникнет каких-либо проблем. Что касается нынешней ситуации, то, по словам Эдуарда Монаргия, количество граждан, которым будут вопросы, скорее всего, увеличится. На 41 145 человек 66 уведомлений, я не думаю, что это такая огромная сумма. Поверьте мне, она увеличится. К окончанию срока старых паспортов она увеличится и в разы. Поэтому к этому надо быть готовым. А там в уведомлении четко там прописывается, что им, и помимо того, что им выдают уведомления, им говорят, что какие действия им нужно проводить. В частности, что им нужно обращаться в комиссию по гражданству. По всем случаям будет разбираться специальная комиссия, которая в кратчайшие сроки примет решение по каждому гражданину, которому по каким-либо причинам возникли вопросы, отметил вице-президент Виталий Габния. При этом он подчеркнул, что в перечень необходимых документов входят справки с СГБ и ФСБ, для получения которых иногда уходит 5-6 месяцев. У членов Общественной палаты возникло много вопросов и потому, как обстоят дела с выдачей видов на жительство жителям Галского района. Было принято решение посвятить этому вопросу отдельное заседание.